Ну вот в моем менталитете есть такое понятие халаки или шкен. Мне кажется, две семьи должны как-то быть похожи друг на друга, потому что если они разных взглядов, то всегда будут какие-то моменты спорные, и вот эти спорные будут как раз-таки влиять на этих двоих. Я полностью согласна. Я так не считаю. Как вы считаете? Я считаю, что как раз-таки в первую очередь это союз двух людей. Потому что если эти два человека друг друга не понимают, то этой семье недолго жить. А если семьи лезут между двух этих людей, с любой, даже с хорошими целями, я не считаю, что никогда кто-то будет лезть там с плохими, то чаще всего это заканчивается не очень хорошо. Ну да, это когда только мать и отец, у них появляется сын, а потом сын женится, и уже он женится, и получается две семьи. И они как-то должны пытаться ладить, типа вот такого. Со стороны невесты и со стороны жениха это обоюдно, это родство, это самое близкое, что у людей есть на свете. Сестры, братья, дети, муж, жена. Что еще сказать? Это самое важное в жизни. Не знаю, я не задумывалась об этом. Затрудняюсь ответить, ребята. Наверное, так и есть. Нет, все-таки, по моему мнению, союз – это союз двух людей, которые объединили свои судьбы, и на основе вот этого объединения дальше идет род, расширяется и так далее. Может, я не права, но это мое личное мнение.